Лидер ЛДПР Владимир Жириновский 9 августа выступил с предложением отозвать посла России из Кыргызстана. Политик потребовал сделать это немедленно, а также приостановить все коммерческие связи с Киргизией из-за нападения на русскоговорящую продавщицу в Бишкеке. По его словам, необходимо также выставить пикет самый жесткий у киргизского посольства. «Я лично приеду. И в самой жесткой форме мы потребуем депортации рабочих Киргизии из России», пообещал Владимир Жириновский. Мы вынуждены провести сегодня здесь акцию протеста у посольства Киргизии, потому что действия, которые совершают отдельные лица на территории Киргизии против русских, русского языка и, соответственно, против России, это переполняет чашу терпения. Идут сборы дзюдоистов, и русского мальчика 2 недели там чуть ли не пытают, издеваются, потому что он русский православный и не знает Корана. А почему это происходит? За 30 лет в Киргизии построено 3000 мечетей. Это старается Саудовская Аравия. Она старается. 3000 мечетей – это не 3000 школ и не 3000 больниц или вузов. Поэтому после того, как большевики незаконно разрушили наше государство, в эти среднеазиатские регионы бросились все. И Китай, и Пакистан, и Саудовская Аравия, и Турция, и многие-многие другие. Полакомиться, пограбить, что-то отобрать. Все было хорошо во время царской России. Но при установлении советской власти написали новые учебники истории, советские. И там написали, что царская Россия, тюрьма народов, эксплуатировала все эти жителей Средней Азии, грабила. И они же все учились на этом, читали. Тогда к кому ненависть возрастала? К русским. Они же советскую власть принесли в Среднюю Азию. Теперь коммунисты ушли. Теперь демократы пришли. Они снова переписали учебник. Теперь написали, что советская власть грабила, эксплуатировала. То есть второй раз ненависть к кому? К русским. Виноватых нужно выявлять всегда. Виноваты КПСС, большевики. Там было все в порядке. Я сам оттуда родом. У меня родственники жили и в Алмате, и в Бишкеке, и в Душанбе. Но вот нарушили порядок. Русских крепких хозяев, крестьян, кулаков в Сибирь, оставилась голыдьба, рвань. Будет авторитет производить на местных жителей? Когда купцы русские, промышленники русские, преподаватели, учителя, полиция, это впечатление производилось. А когда их всех сослали в Сибирь, а там оставили рвань, пьянь, конечно, авторитет упал. А местных начальников не смогли переубедить стать коммунистами, большевиками. И говорит, давай, черт с ними, пусть партбилет возьмет и управляет, как при царе управляет. Вот и все. То есть сделали ситуацию, когда при любом обострении обстановки растут антирусские настроения. Виноваты большевики, Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев, Горбачев, Ельцин и нынешние продолжатели этого дела Зюганов и Миронов. Вот это нужно делать. Поэтому, если был бы порядок в стране, сегодня обе партии должны быть отстранены от выборов за то, что из-за них дымит Украина и скоро задымит вся Средняя Азия. Кто виноват? Вот они. Первый президент Киргизии Акаев где? В Москве сидит. Бакиев, второй президент. В Минске сидит. Значит, третий президент, там Роза какая-то была женщина, может быть, в Бишкеке. Потом Атамбаев, потом вот последний, как его фамилия?
Жили мы спокойно. Алмата – столица Казахстана. Я там родился. Хрущев пришел к власти. На Западе его критикуют, мол, у тебя там в республиках везде русские, значит, как бы дискриминация национальных кадров. Этот дурачок с Украины к нам приехал, решил по Западу доказать, что он проводит кадровую политику в интересах национальных меньшинств. И русских стали убирать со всех руководящих постов, не принимать в вузы, не давать квартиры. И постепенно русские стали уезжать. В Казахстане их было большинство, в том числе и наша большая семья. В Киргизии их было много. Узбекистан, Таджикистан, Туркмения. Хрущев дурак, начал эту политику. Брежнев пьяница, продолжил. И Горбачев с Ельциным ни черта не соображали, они уже занялись перестройкой. Поэтому был цветущий край. Они, местные жители, они кочевники, киргизы, казахи. Или земледельцы, узбеки, таджики, туркмены пополам. Они жили в степях, в пустыне, в горах. А русские строили города на равнине. Вот мой город, город Верный. Это русские построили. Я в нем родился в 46 году. В Монахов какого числа? 25 апреля. Вот молодец. С детского сада все должны знать. С детского сада. Вот. Значит, русских было большинство. У нас в классе 2 казаха были. Они были рады. Все местные народы с удовольствием изучали русский язык. Потому что из Казахстана он едет в Туркмению. Но по-русски все знают его. А если будет каждый на своем языке, они запутаются. Не было проблем. Но они же, большевики, решили провести новую национальную политику. И средневековые народы, кочевые, поднять до космической нации. Подняли и сами опустились. То есть отдали все богатства национальным регионам в масштабе СССР и полпланеты кормили. Америка, богатейшее в мире государство, никому доллара не дает. Даст доллар, 2 возьмет. А эти, так сказать, люди безголовые, бесшабашные, все богатства царя бросили, чтобы поддержать страну. Они же незаконно власть захватили, кормить нечем, голод. А потом все, что зарабатывал советский народ, тоже шло за рубеж. И там Киргизия, Казахстан, все эти республики построили города европейские, асфальт, метро. Вот метро есть в Ташкенте, в Баку. А что нету в Челябинске, Красноярске? Большевики сидели в Москве и все туда. Где самолеты? Ташкентский авиационный завод, Ил-86. Где? Где самолеты? Тбилисский авиационный завод. Где? Где автомобили? Кутаисский автозавод. Они ничего не могут. Только русские инженеры могут это делать. Как русские стали уезжать, все заводы остановились, все у них рухнуло. Кумыс у них есть. Вот в Кобыле молоко, целебный, хороший кумыс. Производите его больше, и будем его использовать в пищу. Мясо могут много они производить, овцы, коровы, лошади, больше всего овечки. Шкуры, соответственно, и много-много фруктов, и бахчевые.